цены на газ и на электроэнергию, которые повысили. Просьба проехать мимо явно, наверное. Остальные просьба присоединиться к митингу. Полиции сегодня начали строительство 30-метровой вышки с синхронным излучением, которое вызывает раковые заболевания. Я подал заявление на имя Башкана Гагаузии, на имя председателя Народного собрания Гагаузии, на имя примара тогдашнего, где я их поставил в известность, что мне стало известно о том, что во дворе полиции начало строительство радиовышки с психоэлектронным излучением, которое вызывает онкологические заболевания. И вот сегодня утром я выхожу и смотрю кран. Здесь перекрыли дорогу, кран поставили и начали строительство. Почему они начали строительство? Они узнали, что этот вопрос вынесен на заседание советников на 5 августа. И они, как всегда и все делают, хотят перехитрить местный совет. До 5 августа поставить вышку и поставить перед фактом, зная, что примария никогда, ни разу не принимала решение о сносе незаконных строений. Поэтому они решили сегодня за 1-2 дня поставить. Поэтому я вынужден был призвать общественность к митингу, призвать местные советы, чтобы они сегодня или завтра созвали чрезвычайную сессию совета, и чтобы приостановить хотя бы строительство этой вышки до окончательного решения всех документальных вопросов. То есть всех сомнительных вопросов, которые возникли у меня и у других, чтобы их специалисты уже донесли нам, что можно строить или нельзя строить. Все разрешительные документы примарии присутствует Камрадский муниципальный совет прошлого созыва. Они незаконные. Разрешение на строительство прошлого созыва. Они незаконные. Нынешний созыв советникам нужно нам, первостепенная задача, назначить экспертизу по поводу вредности радиоизлучения. Пока вы это будете тянуть, они строят вышку. А пока вышка строится, вы сами все понимаете, она не излучает эти радио все. Кто когда-нибудь разрушил уже готовое строительство? Покажите. Поэтому приостановите строительство вышки. Давайте я вам скажу так. Сергей Бурич. Вот, первостепенно нужно назначить комиссию, проверить вредность данного строения, которое Если будет хотите излучать. завалить дело, назначьте комиссию. Надо назначить это все, поставить вопрос, вытащить на заседание городского муниципального совета. 27 человек, 27 советников. Ты молодой, но ты проводил в свое время тоже митинги против властей. Поэтому ты сегодня власть. Прошу тебя, прими правильное решение. Приостанови строительство этой вышки. Приостановить решение, всю ситуацию, которую вы сегодня говорите, я вам советую подготовить резолюцию. Это все выступить к примару, я доложу примару, руководству города. Этого мало. Секундочку, я принимать решение самостоятельно не уполномочен, чтобы вы понимали, я не могу нарушать закон. Я всю ситуацию, которая сегодня происходит здесь по поводу этого строительства, я все, во-первых, доложу примарии. Я четко знаю, что требуется перед тем, чтобы утвердительно понять, будет ли данная вышка приносить вред нашему камрадскому населению. Доказано. Уже в моих документах доказано. Вы предоставите ваши документы. Секундочку. Предоставите ваши документы. Предоставим документы независимой экспертизы. Примария лично закажет проведение этой экспертизы. Это вредно для здоровья. Вблизи есть СНИПы, то есть они должны быть установлены на определенном расстоянии от жилых мест, от людей, понимаете? Это категорически нельзя делать, понимаете? Тем более в центре города. Они могут на окраине города можно устанавливать такие вышки. Наше какое предложение? Это совет, который дал разрешение. Есть разрешительные документы, и никто не имеет права отменять решение совета. Значит, есть один вариант, когда примар, отменив решение совета, выплачивает за все компенсации. Что делается? Это первый вариант. Второе, когда есть разрешение центра национала десанатати, что оно безвредно, мы должны наше предложение, чтобы защитить наших граждан, нужно где-то найти альтернативное. То есть место, которое тоже даст свое видение по этому поводу. И когда мы сравним их
одно разрешение, то есть говорит о том, что оно вредно для населения, другое говорит, что оно безвредно. То есть в этом случае мы и примем меры. Потому что сегодня, наверное, если люди возмущаются, не просто так.